Ближний Восток снова в огне. США и Иран обменялись ударами. Кто первым нарушил хрупкий мир? И как на эти события уже отреагировал рынок нефти? Об этом, а также о том, что же будет с Родиной и с нами, в частности с курсом тенге на фоне разгорающихся боевых действий, расскажем в ближайшие минуты. Здравствуйте, вы смотрите новый выпуск проекта «Прямо по Кунайва». В этой студии мы говорим о важном и актуальном. И начинаем. Итак, несмотря на тему, которая касается непосредственно Ближнего Востока, вот этот выпуск мы бы хотели начать с событий, которые проходили за тысячи километров от него, а именно в Турции, в Анкаре. Там, напомню, проходил саммит НАТО, очень статусное мероприятие. Съехались туда более десятка глав государств Альянса, и Дональд Трамп, разумеется, был среди них. И вот накануне, отвечая на вопросы журналистов, остаются ли в силе перемирие с Ираном и меморандум о прекращении военных действий, он заявил, цитата: «Думаю, с этим покончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел». А еще назвал дальнейшие переговоры с Тегераном, опять же, цитата, «пустой тратой времени». Там еще были оскорбления, но их мы озвучивать не будем и предлагаем послушать более конструктивную часть интервью американского лидера. Мы сказали: идите и занимайтесь своими похоронными делами, а вместо этого они вчера начали обстреливать корабли. Так что мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью. В 20 раз сильнее по ним ударили. В частности, Трамп говорил об обстреле со стороны Тегерана 3 танкеров в районе Ормузского пролива. В ответ на это армия США нанесла массированные удары по десяткам целей в самом Иране. После чего корпус стражей исламской революции нанес удары по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Стороны, представившие свою территорию, базы и инфраструктуру в Европе для американо-израильских атак, не могут уклониться от ответственности за свое соучастие и вытекающие из этого последствия. Однако Вашингтон, в свою очередь, на силовом давлении не остановился и возобновил отмененные около 2 недель назад нефтяные санкции, отозвав временную лицензию на торговлю иранской сырой нефтью. Рынок на это отреагировал сразу же, и черное золото тут же подорожало сразу на 7%, и цена приблизилась к $80 за баррель. Последний раз такие значения фиксировались 3 марта в начале конфликта между США и Ираном. Многие эксперты уже всерьез опасаются эскалации конфликта, а некоторые уверены, все это было, ожидаемо. И в числе последних, к примеру, один из наших постоянных спикеров, Таир Нигманов. Между Ираном и США, между Ираном и Израилем есть целый ряд глубинных противоречий, которые не устранены и которые невозможно устранить одним единственным соглашением. Иран не доверяет ни Израилю, ни США, потому что США — это страна, с которой уже были в свое время заключены фундаментальные соглашения, как совместный всеобъемлющий план действий. Однако США в одностороннем порядке позже от них отказывались. Тем временем очевидно, что эскалация конфликта так или иначе задевает и многие другие страны, и Казахстан здесь не исключение. Рост цен на нефть для республики – это всегда выгодно. Правда, это не означает, что страна сразу начнет получать больше доходов. Дело в том, что биржевые котировки отражают стоимость фьючерсных контрактов, а большая часть казахстанской нефти продается по долгосрочным соглашениям или через международных трейдеров. Это нам объясняет еще один частый эксперт нашей программы Олжас Байдельдинов. Условно говоря, то, что мы сейчас видим, это цены на август. В августе, может быть, цены там вырастут физически, а может быть нет, это тоже под большим вопросом. А сам бюджет вообще ощутит это в виде налоговых выплат или там нацфонд где-то через 2 месяца после августа, то есть где-то там сентябрь, октябрь. То есть по факту сейчас ничто ни на что не влияет, и наша нефть по этим ценам не торгуется. Что же до курса национальной валюты, а именно по ней многие из зрителей судят о положении дел в отечественной экономике, то после заявления Трампа тенге заметно укрепился. По итогам последних торгов средневзвешенный курс доллара составил 467 тенге, снизившись на 2 тенге по сравнению с предыдущей сессией. Но, правда, все тот же Олжас Байдельдинов считает, что такую тенденцию нужно вообще связывать с нефтью. На долгой дистанции уж точно.
Цены на нефть уже давно не влияют на тенге так, как раньше. Я где-то в 2013 году еще эту формулу выводил и приводил в пример, что сейчас в большей степени на курс тенге влияют долги, которые берет правительство и которые необходимы для балансировки бюджета. То есть фактически сейчас нефть в структуре там, доходов и так далее, она, конечно, большую роль, она основную роль занимает, но в целом это больше зависит от того, сколько тратит правительство. А поскольку правительство сейчас тратит больше, чем мы зарабатываем и берет это в долг, то это в большей степени зависит от долгов, а не от цен на нефть. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что эскалация конфликта невыгодна практически никому, в том числе и Казахстану. Уж слишком много минусов у любых боевых действий. Самый главный, как я уже упомянул, замедляется мировая экономика. То есть вот этот рост цены на нефть, он сталкивается с тем, что на нефть падает спрос из-за замедления мировой экономики. То есть нет такого, что вот этот рост цен на нефть, он ничем не компенсируется. То есть даже в этом плане не все супер идеально складывается для Казахстана. Но самое главное, разумеется, это то, что Казахстан — это мирное государство, которое заинтересовано в развитии отношений со всеми странами, и США — это один из ключевых инвесторов в нашу страну, и поэтому был всегда, и мы надеемся на привлечение инвестиций, и мы хотим сохранять с этой страной дружеские отношения. А Иран — наш сосед. И, понятно, мы не граничим по суше, но даже по суше не так далеко до Ирана, как кажется. А по морю мы граничим. И Казахстан пытается развивать какие-то инвестиционные проекты с Ираном, а получается вот так вот. И в завершении выпуска примечательный факт, что несмотря на весь градус сложившейся ситуации, он максимально высок, стороны наносят удары по самым разным объектам, социальным, военным, но не по нефтяной инфраструктуре. Пока какого-то нефтяного шока нет, и в ближайшее время он тоже вряд ли появится на горизонте и так далее. Удары продолжаются, но опять-таки удары и те, и другие по нефтяной инфраструктуре стран, они не наносятся. То есть ни Иран не наносит ударов по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, они вот по военным базам США ударили. Ни Соединенные Штаты не наносят, поэтому пока, наверное, нефтегаз, именно как добывающая инфраструктура, они все-таки за скобками этого конфликта, а транспортировка через пролив, она сейчас уже не так сильно влияет на котировки, потому что все равно основная часть танкеров вышла. Добыча в Персидском заливе, если там была порядка 20 миллионов баррелей в сутки, 13 они экспортировали примерно, то сейчас она где-то восстанавливается на те уровни, то есть наоборот, 20 экспортировали и 20 экспортировали до кризиса и 13 экспортировали в кризис. То есть на 7 миллионов баррелей в кризис, в активный период снизился экспорт. То сейчас они, в принципе, восстанавливаются, и все страны в итоге через, условно, долгосрочные, как вы сказали, они все равно перестроят инфраструктуру, и эта нефть будет идти по другим маршрутам. А у нас на сегодня все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если он вам понравился, можете прожать лайк и подписаться на наш канал. Так вы поддержите нашу работу. До скорых встреч и пока.